Здесь я буду комментировать, так как качество записи получилось не ахти. Какие-то моторы рядом работали, люди кричали. Во Владивосток я приехал с целью начать свое путешествие по России. Хочу мимоходом заехать также в Якутск, так как всю жизнь мечтал побывать там. Посмотрим, насколько обстоятельства помогут осуществить мои планы. Ведь очень много неизвестного впереди. Поеду до Владивостока на Аэроэкспрессе. $325. Железная дорога от аэропорта Кневичи до Владивостока идет в основном по берегу залива, около 90 километров. От вокзала до квартиры, которую я снял, я взял такси. Снял я такую студию здесь. Почти 3800. И то сейчас дешевле уже не найдешь. Сейчас не тоже дешевле, сейчас только за 5 можно найти. Залазить надо туда наверх спать. Но это чем-то даже и какое-то такое ребячество. Ну, санузел, душ. Ну, в общем, для меня пойдет. Мне хорошо. Я не притязательный. Вылез я из своей берлоги. Надо что-нибудь поесть купить. Ну и осмотреться. Владивосток, я так понимаю, весь состоит из таких горок. Вот эта горка, холм, или даже может быть сопка. Дальше после подъема крутой спуск вниз. Цветы 24, но мне это сейчас не актуально. Продукты более актуальны. Кура-гриль. Ну а там следом идет спуск. Достаточно крутой. Завтра мне по нему придется, по этой дороге придется ехать. Первый раз. Купил себе по-простецки шаурму и пельмени. Ну, молочка, там, кофеечку. Здесь еще один недостаток, вернее, два недостатка. Не на чем готовить, плиты нет, поэтому пельмени варю, вернее, готовлю в микроволновке. Посмотрим, что получится. Ни разу так не готовил. Ну и второй недостаток. Вот по этим ступенькам лазить совершенно утомительно. Ноги режет. Их надо шире делать, какими-то деревяшками оббивать, чтобы наступать хотя бы, может, было всей ступней или хотя бы половиной. Как говорится, на то она и студия. И, в общем-то, дешево. Это я за месяц еще бронировал. 3800, наверное, последний вариант взял. Сейчас уже дешевле 5,5 на сегодняшний день не возьмем. В аэропорту Шереметьево, вернее раньше еще, у меня лопнула молния на сумке. Я кое-как там скотчем перемотал. Ну даже не кое-как, нормально перемотал. Но мне ее, когда багаж забирали, эту сумку забарковали. Сказали, нужно ее обматывать профессионально. И отправили к ихнему профессиональному обмотчику. Вот он так обмотал. Конечно, хорошо обмотал, быстро, качественно. И взял 1650 рублей. Хороший колым. Ну, в подарок дал мне вот эту вот штуку, чтобы я потом ее
соответственно, сам же обрезал. Ну ладно, займусь этим завтра. Всем доброе утро. Сегодня 6 августа. Это день, когда я уйду забирать свою машину. Договорился уже с менеджером. Спал я сегодня, скажем, до 5 утра я сегодня не спал. А в 5 утра как провалился, так и заснул практически до 12:30. Ну, что же, разница во времени. Ну, плюс самочувствие так себе, как будто вот немного приглушенный. Перелет на меня, так сказался, и акклиматизация. Но сегодня очень такой сложный для меня день. Сегодня первый раз поеду на праворульной машине, тем более по такому изрезанному рельефу и городу незнакомому. Сейчас решил пешком прогуляться, немного развеяться. Осталось еще больше часа. Заодно посмотрю свой маршрут, пройду пешком, так сказать. Ну, в общем, я рассчитываю, что все будет хорошо. Я даже уверен, что все будет хорошо. Но мандраж все равно есть. Сегодня еще отключили электричество в доме, где я снимаю. Но меня хозяйка предупредила, извинений попросила. Будет ли компенсация или нет, я не знаю. Вряд ли, конечно. Не по ее же вине все это. Ну, в общем, толком кофе попить не удалось с утра. А без кофе я плохо просыпаюсь. И горячая вода тоже. Привязана к водонагревателю электрическому. Поэтому, ну, зубы почистил, умылся, конечно, холодной водой. Вот такой Владивосток. Где-то тоже асфальта нет, все идут по грунтовке. Ну, вдоль путей, правда, трамвайных. Но движение достаточно плотное. Барахолка. Ну, вообще, по идее, это рынок такой, достаточно большой. Вон там он начинается. Посмотрим, попаду я на него или нет. Машин здесь очень много. Целая прорва. Машины, машины, машины. Движение интенсивное. Поеду на аварийке. Знаки внимания я забыл. Сумки взять. Поеду на аварийке. Вот пришел за машинкой. Моя машинка стоит. Не знаю, как я поеду. Того же класса, что у меня машинки. Хайкары. Тоже почти новенькие. С аукционов. Стекла изрисованы все. Здесь стекло, правда, оттерто. Короче, получил я свой автомобильчик. Кирилл, менеджер, уехал. Таможенная декларация. Документы. Ну, такая ситуация. Пахнет Японией еще. Сейчас буду осваивать. Вперед-назад. Влево-вправо. Домкрат есть. Насос есть. Это уже хорошо.
Что тут еще-то у нас? Средства для восстановления колес есть. Не знаю, правда, как им пользоваться. Надо учиться будет. Аккумулятор вот еще. Мне этот вот сел почему-то, я не знаю почему. Купили новый за 6000, поставили. А старый здесь вот. То есть все по-честному. В омывателе даже жидкость есть. Так, поворотники переключаются правой рукой. Тоже надо учитывать. Левой рукой скорость переключать. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Позднее сцепление. Пока все не было. Сюда встать, смотреться. Вокруг дома проеду. Подвигусь. Тут не проедешь. Придется маневрировать. Да я развернулся, я не вставать. Извините, пожалуйста, если я вас потревожил. Тем более я первый раз за эту машину сел. Поэтому... Как все непривычно. Место вроде нормально, ну, справа мешается, да, но тоже опять с непривычки. Куда-то мне надо воткнуться. Куда пока? Куда и сюда. Вот сюда пока встану. По первым ощущениям, ну ничего такого необычного я не увидел в правом руле. Едешь и едешь. Переключать, конечно, левой рукой, адаптироваться надо немного. Но я решил сейчас прогуляться, пойти купить все-таки какой-нибудь пирожок. Найти средства для снятия лака, чтобы очистить лобовое стекло. Или лезвием. Потом, наверное, поеду на техосмотр сразу. Химии я здесь никакой не нашел. Зато попил двойной экспресса. Экспресс и съел булочку. Хотя я мучную не ем, но что ж. В походе я думаю, что можно себе позволить. Пойду искать химию или косметику, где можно купить лак для снятия, вернее, жидкость для снятия лака. Бензин показывает чуть меньше, по-моему, полбака, что ли. С магнитолой еще разберусь. Тут столик. Ну тут много еще всяких таких приятных наворотов. Обзор потом сделаю, попозже.
Так же, как я и покупал тоже. Позже расскажу в одной из следующих серий. Сейчас мне предстоит, наверное, какой-то гипермаркет найти, что ли. Там посмотреть. Даже задний омыватель стекла работает. Надо же. Приехал я в какой-то торговый центр здесь, большой. Буду искать все, что мне надо. Интересное ощущение. Все время хочется, ищешь ручку переключения скоростей с правой стороны все время, по привычке. Она с левой, то есть на это тратится какое-то количество времени. Дальше, переключатель поворот. Все время включаешь дворники вместо поворота. Это второй момент. Третий момент, еще не привык, как кондиционер отключать, потому что дует очень сильно, его надо как-то настроить, а я пока в момент движения не могу. Ну и в-четвертых, незнакомый город. Едешь по навигатору. На этом рынке, конечно, много чего можно будет купить. Но я пока сосредоточен на техосмотре. Поэтому купил вот жидкость для снятия лака. Ну и губки. Сейчас буду пробовать оттирать вот эти надписи, которые на лобовом стекле. Остался на регистрацию в Хабаровск. К своему стыду я хочу вам сказать, что меня вчера развели как мальчишку.